Друзья, всем привет! Сегодня у нас замечательный день, потому что сегодня четверг, рабочий день закончился. Буквально 2 дня назад поступило мне сообщение от моего друга, товарища по оффроудной болезни, поехать помесить в грязь. 2 дня у нас шел снег, выпало очень много снега. Сегодня у нас плюс 14, весь снег растаял, значит дорожка должна быть веселой. Плюс сегодня такой дождичек будет вечерком. Ну и в общем, в одного квадроцикла и в одного серфа поедем месить грязь. Планируем проехаться с Магана до Вилюйского тракта по лесу через газ. Посмотрим тропинку, как пойдет. Я думаю, дорожка будет очень веселой, будет очень много грязи, будет дождь, будет темно. Веселье нам обеспечено. Сейчас вот заедем в магазинчик, купим себе немного провизии, попить, покушать и поедем за серфом. Поменяем машину, снарядим серфа и поедем веселиться. Так, что ж, друзья, приехали мы за серфом. Загрузили его бутером. Осталось нам что? Что мы с собой взяли? Троса, динамка, обычные ключи, сапоги, лопаты, тент от дождя спрятаться. Что-то вот тучки нагрянули. Бензопила, электропила, кухонка, покушать, попить. Сейчас нам что нужно? Заборотники на всякий случай. Сейчас нам что нужно? Подлить декстрончика в рейку. Что-то у нас рейка подгудела, когда его 3 недели назад последний раз сурф запускался. Я его перегонял по граде и что-то услышал, то что рейка загудела. Давайте подольем декстрончика. Что-то я подозреваю, то что он сухой бачок. Посмотрим, что тут у нас. Ну, конечно, он сухой. Рейка подубитая, немножко подушатанная, поэтому не мудрено. Так я, наверное, не залью, да? Нужна воронка. Так, пойду за воронкой схожу. Взял я, в общем, такую воронку. Барбоскин. Барбоскин. Ты мой маленький. Его зовут Рика. В честь пингвинов из Мадагаскара. Там был такой самый давной пингвин, который жрал все. И самый кайфовый одновременно. Вот это он, да? Такой, Барбоскин. Ой, тебе лишь бы поиграться, да? Весь умазанный. Меня извозюка хочешь, да? Скажу, и ты сам сейчас извозюкаешься, поедешь, да? Так, ладно, не отвлекаемся. Грех же пройти мимо собачки и не почесать, да, ее. Так, воронку взяли. О, идеально. Подольем декстрончика. Главное не перелить. Сейчас зальем, запустим, руль вывернем. Пускай прокачает систему. И посмотрим. Нужно будет доливать, не нужно будет доливать. Да, вроде перелил. Ну и фиг с ним. Ладно, не очень-то и хотелось. Сейчас прокачаем системку. Запустим, прокачаем. И посмотрим. Так, что у нас с маслицем после наших последних покатушек? Чуть-чуть подъел, да? В норме так и было. Это что у нас такое? Так, это лебедка, это наши датчики. Сюда это все запихнем. Так, ну что, первый запуск спустя 3 недельки простоя. Надеюсь, запустится хорошо. И мы сегодня без приключений. Давай, дорогой. Ой, бензинчика надо заправить. 3 недели стоял, ребят.
Полет нормальный. Так, выкрутим руль. Пускай рейка поработает, пожужжит, машина прогреется. Все ли у нас здесь хорошо? Все четенько. Так, ну все. Машины снаряжены. Бутер заправили весь, даже немножко с запасом. Переоделся в свою оффроудную представительскую одежду, яркую. Сейчас немножко заправимся бензинчиком, чтобы у нас был запасик топлива. И, в принципе, поедем. Топлива у нас чуть меньше половины бака, поэтому запас нужно иметь, чтобы было. Так что заправляемся и двигаем на точку сбора. Так, ну, в общем, доехали мы на ДКСУ. Вроде так это называется. Через лес едем в сторону Магана. Тропинка пока уже такая light-light. Двигаемся на заднем приводе. Думаю, нормально будет. Пока не залил водички, что-то в омывайку. Ладно, двигаемся так. Пока тропинка веселая. Такие бывают лужи. На задке весело. А передок можно подключить, но пока не интересно будет. Включил передок, потому что склизко в некоторых местах, узко, в деревья тащит машину, неохота об деревья кузовню портить, поэтому с передком поедем. Пока что оффроудом даже и не пахнет. Даже вон какие-то остатки снега лежат. Надеюсь, вам что-то вообще видно. Звук пока пишу с GoPro-шки, DJI-ку петличку не подключал. Пока едем, катимся по лесу. Мы как-то ездили один раз по этому маршруту, но мы заезжали с Вилюйского тракта и поехали через газ и вот по лесу. Сейчас мы пытаемся вспомнить, как мы тогда вообще выехали, потому что тогда была темнота. Мы как-то выехали и уехали уже. Квадрик едет за нами. Потом надо будет отжать, уже не квадрика покататься. Я на самом деле очень мечтаю купить себе квадроцикл. Уже не знаю сколько, года два хочу себе его купить, но все никак руки не доходят.
Отпустил! В общем, с Магана на Вилюйку мы приехали очень спокойно, дорога была очень простая, там одна лужица какая-то была, ручеек и все. Дальше лайт. Выехали через Вилюйку на птицефабрику, с птицефабрики поехали на озеро Чабода. Вот нашли эту дорогу. Ну, коварно это место Чабода, не знаю, как дорога будет. В прошлом году, когда мы здесь ехали по весне, когда уже все растаяло, мы положили здесь двигу. Двигу мы положили, тогда масло некачественное попалось, как раз построилось, но было неприятно. Вот мы снова едем в то место. Колеса мы еще не отравили, так что катимся потихонечку. Argısta bulunayım subular un sol nyurugar arayan bir gibi ayan Ona sol Elimden ar dünyüknüğü Kıvırmarda sığlar Ayılgam kere köstüde En ayağımın arıladın Argısta bulunayım Лагерь разбили. Сейчас быстренько пожарим куру. Да, поедем в обратку домой. Дорожка не такая уж интересная, чисто лайт. Машина выглядит как-то так. Вообще без последствий. Чисто ширина колеса закидывает и все машину. А так, съехали вот здесь вот так с дороги. Такой вот интересный. Так, ну в общем, вернулись мы на базу. Дорожка оказалась в нашем конфиге очень легкой, но зато весело. Как бы и дождик дал о себе знать, немного развеселил нам дорогу. В целом, прям все хорошо, легко. Единственное у нас из последствий это была одна диагоналка. Фендер вот здесь себе оторвали. Но это мелочи, это не беда. Обратно клипсы поменять, поставить. Ну, машину тоже не особо заморали. Но в целом поездкой довольны, все хорошо. На часах у нас 2 часа ночи. Выехали мы в 8. В целом поездкой очень довольны. Закрыли так себе осенний сезон оффроудной поездочкой. Так что все хорошо, все замечательно. Нюансы по машине тоже учли. Есть пару нюансиков. За время простоя то ли пружины уже устали, то ли стойки сами. Морда машины стала слишком мягкая. Когда на скорости, допустим, там 20-30 км в час заходишь на волну,
что машина козла ловит и начинает скакать передок. Не есть хорошо, надо будет это потом со временем исправить. Сейчас машину все на мойку и в теплое место на стойку. Пускай ждет своего часа, возможно, зимой где-нибудь по сугробам поездить, либо уже следующего сезона. Оффроудный сезон на сегодня мы закрыли для себя. Квадрик, кстати, вещь, вообще классная штука, надо когда-нибудь обязательно себе купить. Правда, Женя, который на нем ездил, вообще весь мокрый, насквозь мокрый, зато веселый. Все, спасибо, что посмотрели. Ролик, надеюсь, был интересный, по крайней мере для меня он очень интересный, так как это ночная поездочка, оффроуд я люблю. Поэтому до новых встреч, ребят.